Больше 4000 автомобилистов республики перешли на газ. Экономично и экологично в Татарстане построить свой завод на промышленной площадке в Тюлечах. Его производительность 6 тонн в час. Проект строительства завода предполагает развитие инфраструктуры, автозаправок, станций техосмотра и учебных комплексов. Так, в республике откроют 10 стационарных АЗС и 5 мобильных заправочных комплексов, в том числе и в сельской местности. Ключевой задачей на первом этапе развития рынка, как мы понимаем, является обеспечение гарантированной загрузки с одной стороны завода и с другой стороны сбыта потребления. По мнению Рустама Миниханова, переводить на газ сначала нужно будет общественный транспорт и сельхозтехнику. Газомоторное топливо, особенно в городах, это экология вообще, значит, и по селу, почему газомоторное топливо, у нас очень много расхода. Сейчас готовится контракт на поставку оборудования из Китая. Запуск завода планируется в первом квартале 2020 года. Мы подготовили земельный участок, перевели из категории сельхоз, перевели в категорию промышленности. Строится инфраструктура, линии электропередач, дорожные полотна. Штаб имеется. Израильская компания презентовала нанопорошок для борьбы с цветением воды. Озеро в 4 квадратных километра можно очистить за час. Технология уже опробована на озерах в Канаде и США. Оборудование не потребуется. Кабан, к примеру, по словам директора компании, можно возродить за 1 миллион рублей. У нас есть вот река Казанка, я не говорю Волга. Как можно ситуацию стабилизировать на вот такой проточной воде? Поскольку это общенациональный проект, тут необходимо работать как ниже по течению, так и выше. Говоря о Казанке, вы можете обрабатывать поверхность, где возникает замкнутое пространство. Рустам Миниханов предложил провести эксперимент, а уже потом думать о контракте. Сегодня заслушали 4 проекта по сероочистке углеводородов и обезвреживанию сточных вод, производство полиэмидов для термостойких пленок. Их президент назвал перспективными. Я бы хотел аплодисментами поблагодарить наших коллег за прекрасную презентацию. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.